Говорят, от бобра добра не ждут. Эти зубастые старожилы рек нередко становятся виновниками подтоплений, а еще усердно грызут молодые деревья. Впрочем, Коми им посвятили целую экологическую премию, и это не случайность. Заявление Минприроды Коми о том, что реки Кнешпогосского района от нефтеразлива спасли именно бобры, вызвало в прошлом году улыбку у жителей республики. А потому вопрос, как же назвать премию, даже не стоял. Когда случилось то ли разлив, то ли авария, и нефтепродукты потекли по рекам, ручьям и всем таким, пошли по следам выяснять, куда пошел разлив, нашли, что один из разливов в ручьях был остановлен плотиной у бобра, и решили увековечить память бобра таким образом. Эко-человек-паук в представлении даже не нуждается. Под костюмом известного супергероя спрятался обычный сыктывкарец Александр Чепурко. Он уже несколько лет стоит на страже экологии столицы Коми. Вместе с единомышленниками экоактивист находит и ликвидирует стихийные свалки, убирает брошенные покрышки. Львиную долю десантов, а это 43 места, мы вычистили с покрышками. 67 тонн. 4 фуры вывезла в Подмосковье на переработку. Я считаю, это очень удачно для нас. Ну и так, к сожалению, не так много, но более 30 выходов обычных уборок. Прямо на вручении премии Александру предложили сменить амплуа с Человека-паука на того самого бобра, который спасает реки. Экоактивист обещал подумать, правда сразу обозначил. Образ узнаваемого супергероя все-таки позволяет лучше продвигать экокультуру среди детей, а они – его основная аудитория. К слову, к раздельному мусору малышей в Коми приучают еще в детском саду. Так, в номинации «Экодетсад» победителем стало дошкольное учреждение под номером 98 Эжвинского района столицы. Здесь педагоги организуют сбор не только крышек, но и макулатуры и отработанных батареек. На самом деле это работает систематически уже на протяжении нескольких лет, и это как бы является частью экологического воспитания детей. Постоянно говорим о разделе мусора, но родители говорят о том, что давно уже сортируют мусор. Мы надеемся, что это так. По словам организаторов премии, в дальнейшем они намерены проводить ее ежегодно, а зеленый бобер должен стать экологическим символом республики. Павел Королев, Роман Боровиков, телеканал Юрган.